действительно добрая. За бортом температура 15 градусов. Тепло, красиво, уютно, хорошо. Выспались хорошо. Подкладывали только один раз в 4 часа. Сейчас позавтракали. Одеваемся, пьем чай. И на речку. Харю сегодня просто обязан клевать. Да? Да. Встречаемся на реке. Вот мы и на реке. Пробурены первые лунки. Десяток где-то, наверное. Река пока не радует. Пока не радует. Все по традиции. Где-то получается через 3-4 метра бурим лунки так вдоль. Два ряда даже получается. Возле берега там санек идет, я где-то ближе к середине. Конкретно здесь как бы в одном месте не клевало, а так вот я по результатам наблюдения уже вот, скажем, здесь вот прошлый год хорошенького поймал. Бывает по 2-3 рыбы, но так вот тут вот такой затяжной плесик вот идет с поворотиком такой. И глубина хорошая. Здесь вот типа ямки что-то, правда, замыло сейчас ее уже. И как бы не было такого, чтобы бац с одного места ведро, но рыба в прошлые года поклевывала. Сейчас понятия не имею, нету ее или она не клюет. Вообще глухо. Вчера вот здесь 2 штуки мы в самом начале поймали. Вот там на этой поймал. Санька первый проблелся и чуть дальше. Ждем до первых поклевок. Пока глухо. Глухо и становится уже грустно, печально, но ничего страшного. Это рыбалка. За рыбой только в магазин можно сходить, а на рыбалке бывает всякое. Главное от 0 уйти, хотя бы увидеть поклевку, и это же здорово. Можно смотреть вечно на 3 вещи. На огонь, на воду и на неподвижный кивок. Сегодня мы это и делаем. В общем, друзья, пробурено огромное количество лунок уже. Ну, где-то 50, может и больше, может 60, может 70, не знаю, никто не считал. Потому что бурим вот так вот, я 5 лунок делаю, 5-4, в зависимости от толщины льда. Вот такая вот картина на каждой лунке. Если вчера нет, но все-таки поклевки были, то сегодня вообще мы поклевок не видим. Потеряли уже где-то часа 2, наверное. Идем вниз по течению. Ни одной поклевки. В общем, не знаю, вот этот плес, наверное, до конца еще оббурим. Лунок 20. И попробуем вернуться, пройтись по старым лункам вчерашним. Ну, чисто, я не знаю больше. Скорее всего, не клюет, не может быть, чтобы на таком расстоянии не было вообще рыбы. Ни одной малейшей поклевки вообще не видели еще. Вон 2 ряда бурим, считай. И тишина. Только мертвые с косами стоят. И тишина кругом. Как-то вот так бывает и такая рыбалка. А Санек у нас обрыбился, говорит. Сейчас пойдем глянем. Вернулся к буксировщику, откуда мы начали сегодня рыбачить. Пошли вниз по течению, все оббурили, ни одной поклевки. Я пока там бурил, проверял еще эти 5 лунок. Саня вернулся к буксу и кричит: я обрыбился. Сейчас посмотрим, что у него за рыба там. О, нормальная рыба. Даже 2. Сейчас что ли поймал? О, а тут вообще красавец. Это чуть поменьше. Это как вчера первый у меня был. О, и... Два подряд сразу. Сразу? Один за один. Тынц. Это здесь? Там. На первой лунке, да, считай? Да. Вот так вот. А мы куда-то все едем, блин, идем. Рядом с буксом клюет. Можно. Вот там ямка, здесь уже мелко. Ну там не ямка, там. Ну начинается яма, получается. Да. Здесь свал получается. Да. Ну. Отлично. Получается, он берет. Просто его нет, что ли, получается, или что?
Ну, на таком расстоянии, блин, сколько мы обурили, неужели ни одной рыбы там нет? На мелкоте может здесь обурить, блин. Ладно, пошли за удочками. Друзья, походу я сейчас сделал огромную глупость. В общем, оставил Санька, оставил корыто, решил топтануть дорогу, так как здесь никто не ездил. И просто ходом пошел. Как бы там, знаю здесь, что перекат, но не думал, что до такой степени. Вон, смотрите, друзья, ходом я не останавливаясь. Просто здесь вон потоп. Очень много снега. И очень много воды. И как бы я знаю, что здесь льда практически нет. Я сейчас даже не знаю, как мне ехать. Ехать мне по воде. Или ехать мне по целику. Здесь, ну, под снегом тоже сразу вот вода, как мы видим, вот она. Очень много воды. Проехать-то он проехал. И как бы сейчас я, ну, не знаю, друзья, что делать, не знаю. Вот ходила выдра тут, кругом перекаты. Я не знаю прямо, у меня до сих пор трясутся поджилки. Врюхался. Сюда-то я проехал, как обратно, не знаю. Ехать по воде или ехать по снегу. Тут я как бы уже проехал. Я не взял с собой ни пешня. А что пешня? Ни лыжи тоже не спасут. Что бы вы сделали на моем месте? По воде бы проехали? Или по снегу? Вот не знаю, что делать. Вообще не знаю, не понимаю. Там вот везде открыто, берега обвалены. По центру есть такие бугры, возле которых просто открыто. Короче, можно искупаться. Но надо ехать. Ехать надо. Так что поеду-ка я, наверное, по воде. Все-таки здесь я уже проехал один раз. Надеюсь, в полынью не попадем на перекат. Надеюсь, он поедет. Ходом попробую. Помоги мне, Боже. Господи, помоги. Не дай Бог провалиться. Это будет проблема. Очень много проблем будет. Вон, все на льде. Вот здесь ямка. Сегодня мы уже сюда точно второй раз не поеду. Но на следующий раз эта дорога промерзнет и будет нормально. Сколько бок. Погнали, пока не примерзло. О, Господи. Вот я дурак, блин. Нахрен я сюда попёрся. Санек там 2 жиганов поймал. Ну, с Богом. Открыто. Полное корыто воды. Господи, помоги. Господи, помоги. Надо воду вычерпать с корыта.
Полное корыто, вот. Ужас, что творится. Там я просто видел, бурлила вода. Опа! 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 Как я не провалился, я не знаю. Я не знаю, видно было это вам. Не знаю, видели вы, нет, но меня реально трясет. Я вижу, бурлит вода, черная вода. Я прямо туда. Я не знаю, как он не провалился. Ужас, ужас. Ну, спасибо тебе, ураган, спасибо, Боже. Спасибо, Господи, что не провалился. Дай Бог, что все это замерзнет. Меня реально все трясет. Полная корыто воды, это, считай, вес какой. Да. Чуть бы не было. Но я еще не доехал. Но здесь вроде бы более-менее было. Вот эти перекаты, я про них знал, но просто на свой страх и риск. Но так делать не надо. Вот у меня все трясется. Я как увидел, что там вот открыто все. После того, как туда-то я ехал по снегу, обратно-то я вижу, что вот так вот бурлит вода. И как я не провалился, одному Богу известно. Боженька, спасибо, помог. Выключаемся. Фу. Опять влюхался. Я уже как бы выключил камеру, здесь бы проехал. По своему следу еду, опять провалил по самые не могу. В общем, остаток пути засниму. Если провалюсь, так хоть видно будет, как это было. Ужас, ужас. Вот это я прилипло все. Так, вот здесь тоже опасно. Я здесь скаканул. Во. Вот тут зря вот я это делаю. При скачке может продавить полностью. Я много чего зря делаю, блин. Но делаю почему-то. Лучше по целику поеду. Опа, во. Бляха. Лучше топтать вторую дорогу. Опа. Проваливается. Вот тут берега открыты. Ай-яй-яй, мама. Все открыто. Все. Приехали. Нет, едем. Бляха. Ну давай, хороший мой, давай, ураганчик. Ужас. Пошел, мой хороший. Пошел, мой родной. Ужас, что там я творил. Спасибо, ураган. Так, еще не все. Еще вон опять. Осталось еще чуть-чуть. Вот и Санька, вижу Санька. Он тут последний, если здесь не провалюсь. Так, что у нас тут? Все. Здесь я уже ездил, здесь уже нормально. Ну что, друзья, пока
совсем не стемнело. Сделаем короткое включение. Традиционное подведение итогов. И наш итог, вы только не смейтесь. Ну, в общем, смотрим. Вот это вот вчерашний улов. 4 штуки, вот то, что вчера вот клюнуло. И это вот 4 штуки сегодня Санька поймал. Вот первые 2 вот там вот, возле, получается, избы, как где съехали на речку. И вот здесь вот 2 штуки, получается, на новом месте. Вы видели, друзья, как проходили наши испытания урагана нашего, получается, по воде. Такое ощущение, что он водоплавающий нафиг. Ну, по 4 рыбки, я не знаю, по жарёхе там или на малосолку, и все равно. Без рыбы мы домой уже не вернемся. Это уже хорошо. Что, кушаешь? Перекусили, попили чайковского. В общем, будем собираться, потому что надо еще нам в избе напилить дров, сделать запас дров на будущее, чтобы был хороший запас сушняка, сырого. В общем, я опять чуть не провалился. Иду, лед толстый, делаю 2 шага, бурю. Льда нету, под снегом вот такое бревно. Возле бревна вот такая вот водоворот. И опять лед очень и очень опасный. Но мы дорогу топтанули. Теперь, надеюсь, это все замерзнет. И на следующий раз, по крайней мере там, где я сегодня проехал, уже, надеюсь, будет тропа. Если не будет снегопада, если не будет метели. Так что надеемся, что следующая рыбалка будет более удачливой. По крайней мере, день уже будет подлиннее. Раньше будет светать, позже темнеть. Больше времени мы сможем находиться. Ну, что сейчас вот, уже стемнело, а время у нас, ну, 13 минут 4-го. Уже до 3 часов можно рыбачить, получается, на 16 января, да? 17 сегодня. 17 января. Да, сегодня 17 января. Как-то вот так, друзья. Разведка, я считаю, удалась. Надеюсь, мы уже здесь вот не утонем никуда. Доберемся до избы, я так думаю, уже все нормально. Приготовим дрова, уберемся все за тобой, соберемся и выезжаем. Выезжаем, отдыхать дома будем недолго. Я так думаю, где-то максимум через неделю, может быть и раньше. Дня через 3-4, возможно. Я уже вернусь сюда. Не знаю, Санек, как получится. Не знаю. Пока еще не будем ничего загадывать. В общем, походы на лесную речку будут. Возможно, будет поход на озеро. Большое озеро, которые друзья раньше были на канале, видели уже. Возможно, туда съездим. День прошел. День, конечно, полный приключений. Спасибо, конечно, урагану. Я не знаю, кто и как его хает там. Ураган плохой, да что, вы сами сегодня все видели, по какой наледи, да какой наледи, по слуду, по воде он буквально врюхался в промоину, полное корыто утонуло, и каким образом он выскочил оттуда, это просто сам Господь Бог, наверное, помог в этом. Ну и огромное спасибо, конечно, производителям урагана, это все-таки реальная техника, которая реально едет и везде едет. Не говоря уже пухляк, вот видели, по какой воде он сегодня ехал. И все внутри, вот как мы видим, все внутри пусто, прозрачно, все выкинуло. Самоочистка работает, весь сырой снег, все повыкидывало. Снаружи он ледяной, внутри у него все сухо. Так что все нормально. Может быть, сделаем короткое включение еще возле избушки, да? Когда уже дровишки сделаем. Что, Санек, такой грустный? Не Домой не хочется ехать, а надо. Домой не хочется? Да. Если домой не поедешь, неправильно поймут. Еще и МЧС вызовут нафиг на нас. Искать. Ну, ты считай, от холодной лунки к теплой, это же хорошо. Теплые лунки, это тоже хорошо. Хотя почему-то нас вот тянет сюда, вот к этим холодным лункам. Ну, тянет. Я не знаю, какое чувство тянет, но... Все, душеньку успокоили. 2 дня пожили в тайге. Это прекрасно, это здорово. Скоро, друзья, весна. Скоро будет все вот так. Так что, как-то вот так. Такая вот рыбалка у нас, друзья. Поехали, родной. Ой, спаситель мой, ураганчик.
Костя! Пошли в горку. Сейчас возьмем дровишки. Загрузим. 3 чурки там осталось, 4-я я увез уже. Загрузим чурки, которые и до избы. Вот и все. Собрали вещи. Ураган готов к дальней поездке. Сейчас у нас намного меньше вещей стало, потому что кое-что оставили в избе. Санек себе вот плацкарт приготовил. Готов. Готов? Готов, готов. Как настроение? Нормально, чё? Устал? Нет? Нет? Нет. Наготовили вот дров. Немножко попилили. Вот там есть сушнячок. Сырые вот уже осины 4 здоровые чурки привезли. Бересты приготовили. Там сваленная береза была. Оставили кое-что. Вот воды оставили немного. Термометр, радио оставил, потому что скоро мы вернемся сюда. Спальный мешок, чтобы туда-сюда не возить. А, вот куртку еще. Ну ладно, куртка тоже пусть будет. Сейчас возьму рукавицы, одеяло. В общем, спасибо, избушечка, за тепло, за уют. Едем домой. И скоро сюда мы вернемся. Так что, друзья, до свидания. До встречи на канале Коми Рыбак. Она будет скоро. Погнали.